Мое почтение представителям знака Дева. Здесь я вам предлагаю просмотреть расклад, прогноз на май 2020 года для вас. В этом раскладе мы затронем наиболее интересующие нас сферы жизни. Посмотрим, как будут обстоять дела. Одним словом, приступаем. Значение позиции я буду говорить вам в ходе расклада. Позиция номер 1, скажем так, это атмосфера первой недели месяца май. В первую неделю то им нужно будет думать, как влезть в маленькую дверцу, прожить с имеющимися у них деньгами, ресурсами, всем чем угодно. А иногда судьба будет подкидывать в эту неделю какие-то шансы, какие-то возможности. В общем-то, первая неделя, энергетика первой недели будет переменчива. Но чувствовать вы будете себя вполне удовлетворительно. Будете чувствовать себя спокойно, скажем так. Ну, а мы переходим к просмотру второй недели. Эта карта уже сегодня выпадала, правда, не на неделю, а по-другому, для других, для вашей стихии, но для другого знака зодиака. На второй неделе многие еще не расстанутся со своими иллюзиями, будут рисовать себе какие-то воздушные замки, строить какие-то планы. Не все еще будут четко понимать, что и как, потому что и Луна говорит о том, что будет все неясно и непонятно, как, что будет происходить дальше. Вот. Поэтому уже начнется какое-то осознание того, что происходит или что надвигается. Но надвинется ли оно, посмотрим мы дальше. Итак, третья неделя. Третья неделя вам принесет какие-то мелкие подарочки, какие-то мелкие сюрпризики. Все это может быть связано с интернетом. Может быть, кто-то работает в сети и будет получать оттуда какие-то дивиденды. То есть для кого-то это его работа. Кто-то общается через интернет. Сейчас многие общаются через интернет. Интернет, неважно, WhatsApp, через какие-то сети. И будут приходить оттуда какие-то сообщения и что-то новое. В общем, эта неделя третья будет насыщена общением, у кого-то бизнесом, у кого-то какой-то работой, поиском, обучением, всем чем угодно. Все будет связано в основном с интернетом и с какими-то новостями оттуда. Неделя четвертая. Ее фон. Ее энергетика. Ой, слушайте, вам всем бы так, как вам, девы. Но четвертая неделя вы будете на коне дважды. Я бы даже сказала, в Феррари. Вы будете себя чувствовать прям звездой. Хорошее время, хороший период. Так что можно вам позавидовать. Я даже не знаю, что еще сказать. Все, что я вижу, это триумф. Возможно, у кого-то это придет благодаря третьей неделе, через интернет, через какие-то соцсети. В общем, вы обретете своих поклонников и людей, которые оценят вас по заслугам, оценят ваш талант, у кого-то ваш профессионализм. В общем, это общие события недели. А мы переходим уже детально к сферам нашей жизни. Так. И первой будет наша семья.
Семья в том самом большом смысле этого слова. Не вы и ваш партнер, дальше будет такая позиция, а именно семья. Все, что связано с вами родными, близкими, все-все-все. То есть семья в большом понимании этого слова. Слушайте, девы, вы шо это? Ну ладно, сорян. Так, девы, ну что я могу сказать? В семье будет по-разному. Кто-то будет уединяться в вашей семье, но при этом, при всем, наверное, кому-то будет непривычно находиться в кругу семьи так близко в течение такого долгого времени, потому что приходится взаимодействовать, а мы же разучились, кто на работе, кто как, и кому-то захочется побыть одному, кто-то будет перенасыщен этим общением, этой любовью. Но в общем и целом люди будут довольны. В семье будет хорошо, будет солнце, будет какое-то, знаете, объединение в некоторых семьях. То есть люди поймут, что они друг у друга есть, что это их круг, что в этом кругу они сильны и будут рады этому. Больше всего, я думаю, будут рады маленькие дети, что родители дома. А мы переходим к следующему пункту. И это как раз сейчас для тех людей, для тех членов семей, то есть для вас и вашего партнера непосредственно. Мы уже не берем всех остальных членов семьи, только вас и вашего партнера. Смотрим, как будут происходить дела у вас. Вы знаете, тут тоже по-разному. Кто-то до кого-то будет пытаться достучаться в прямом смысле слова. У него будут аргументы, у него будут на то какие-то свои взгляды, и он всячески будет пробовать достучаться до вас. Или вы до кого-то. Мы же вам гадаем, да? То есть у вас в паре кто-то будет пытаться брать вас измором. Для некоторых дев, коих я знаю лично, до них в прямом смысле слова будут пытаться достучаться, и чтобы крепость в виде вас пала, будут использовать вообще любые шаги, любые инструменты. Использовано будет все, и каждое слово будет тоже использовано против вас или в вашу пользу. В общем, а кто-то из вас будет пытаться достучаться до своего партнера, а многие в паре будут ждать друг от друга вестей каких-то. Приятных, конечно. Кто-то кому-то будет писать. Будет общение на расстоянии, не вместе. То есть кто-то сейчас находится хоть и в паре, но на расстоянии друг от друга. Поэтому общение будет происходить, непосредственно в голубях, конечно. И это не мешало бы. Очень романтично, мне кажется. На расстоянии. И третья категория людей, которые хотят обрести свою любовь. Сейчас посмотрим, что же будет в мае у них, что прогнозируют карты и что ожидается. Тут, вы знаете, тоже как-то все делится надвое. Можно сказать, что и надвое, и связаны карты. В одном варианте карты говорят, что время еще не пришло, нужно подождать. Все зависит не от вас, зависит от высших сил. Поэтому вы будете пребывать в состоянии ожидания, повешенные, я обычно говорю так, в состоянии в подвешенном. И все, это вообще все объясняет, но очень многое зависит в данном случае от вас. То есть вы можете выбраться. Нет цепей, которые бы вас сковывали. Поэтому просто вы, наверное, на что-то не будете решаться. Чего-то будете бояться, опасаться. Побоитесь, может быть, где-то сделать шаг. А для кого-то вообще сначала состояние подвешенное, нерешимость, нерешительность, а потом раз и свадьба. Конечно, не в мае. В мае даже без коронавируса, грубо говоря, наши традиции не советуют жениться. Но предложение может быть сделано.
А кто-то в реальном смысле слова не будет позволять себе сделать какие-то шаги, оправдываясь, либо ссылаясь на то, что ни время, ни место и вообще не по традициям. Но так как мы говорим о новом знакомстве, тут, скорее всего, будет, знаете, если оно и будет, то оно будет ни шатка, ни валка. Знакомство вполне возможно по иерофанту. Но что будет дальше, долгосрочность этих отношений невозможно предсказать. Но оно может быть. Зависит все от высших сил. Следующая позиция. Профессиональная деятельность. Для представителей знака Девы в мае. А вот работа будет. Может быть, не сразу. Может быть, даже из дома. Может быть, кто-то будет учиться чему-то новому. И кто-то будет реально учиться какому-то мастерству, а кто-то и через интернет будет смотреть, искать информацию именно для обучения, именно для развития своих профессиональных способностей. А часть дев будет свободно проходить, а часть дев будет находиться в семье. Мы знаем, что девы у нас такие, они очень любят устраивать. Они очень... Ведь мы все знаем, что девы любят устраивать быт. И для кого-то профессиональное, и это не... И как бы не банально это звучало, для кого-то профессиональная деятельность – это его собственный дом. Все, что с ним связано. Семья, дом. Но я не вижу здесь каких-то плохих карт. А может быть, для кого-то часть месяца пройдет дома, но работа будет. Будет работа. Посмотрим. А вот теперь посмотрим, как будут обстоять дела с финансами. Работа работой, но мы же знаем, что есть такая работа, которая не приносит нам особо денег. Но мы все равно работаем. Бывает такое. Так. Больших, огромных сумм этот месяц вам не принесет. Но вы будете получать деньги, подарки или какие-то другие материальные блага, то есть финансовые, ощутимые вещи из тех источников, на которые вы не рассчитывали и из которых получить какие-то деньги вы не ожидали. Некоторые из ваших доходов будут совершенно неожиданными. Бывает такое, знаете, вы подумать не могли, что здесь можно что-то взять, что-то получить, что-то поднять, а тут раз и... Так что будут и какие-то презенты, и подарки, и деньги. Но не думаю, что в очень больших объемах. Из некоторых источников, да, вы будете ждать, вы будете знать, а будут еще доходы и из источников, которых вы не знали. Повторюсь еще раз. Переходим к следующей и последней позиции. Общая атмосфера всего месяца. А вы знаете, вот тут у вас так. Весь месяц вы будете заниматься каким-то сбором информации, вы будете что-то выяснять, вы будете с кем-то выяснять. Будут какие-то искушения. У кого-то случится близость в неожиданном месте или с неожиданным партнером. Будут и другие соблазны. Но вообще, вот если касается полностью атмосферы месяца, то тут все будет завязано на том, чтобы развиваться, искать какую-то новую информацию. В общем, неплохо. В общем-то, неплохо.
Красавицы кадей замуж не хотят. Это мы отвлеклись. Так. Приходите, пожалуйста, на мой канал, я всегда вам рада. Всего хорошего, до встречи.